В 1942 году истребительный отряд, в котором состоял командир отделения старший сержант Мильцехов, находился в тылу врага в Лычковском районе Новгородской области. Для выполнения разведывательной операции была направлена группа солдат. Боевые товарищи не вернулись. Хаджи Мурза был вынужден отправиться на выручку к солдатам. Вместе с ним командир разведроты Ефимов и лейтенант Чернов. Группа наткнулась на немецкий блиндаж. Осторожно подкравшись к нему, Мильцехов бросил внутрь гранату, а вслед ей дал несколько очередей. Из 11 немцев, находившихся в том блиндаже, 7 были убиты, 3 удалось бежать. Чернову удалось взять языка контуженного немецкого офицера. Лейтенант повел пленного к советским позициям. Ефимов и Мильцехов продолжали путь навстречу возвращающейся разведгруппе, пока не заметили, что для них приготовлена засада. 13 немецких солдат перекрыли путь. Ефимов был убит в бою. Лучшая защита – нападение. Мильцехов решил устроить засаду, заняв скрытую позицию. Из укрытия он расстрелял 39 гитлеровских солдат. Хаджи Мурза был ранен в живот, но продолжал вести бой. Когда у Мильцехова оставалось всего 2 патрона, на помощь пришло подкрепление – автоматный взвод под командованием лейтенанта Глухова. Бойцы поразились количеству погибших фашистов. Позже оказалось, что в одиночку Хаджи Мурза расстрелял из пулемета 108 солдат Третьего рейха. После недолгого сопротивления немцы отступили. Как свидетельствует запись в наградном листе, Мильцехов с контузией и 3 тяжелыми ранами организовал вынос раненых и убитых с поля. Указом от 16 марта 1942 года Мильцехову было присвоено звание Героя Советского Союза, к которому прилагались орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Хаджи Мурза узнал о наградах, находясь на Валдае в госпитале, где восстанавливался после сложной операции.